Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 12 апреля исполнилось 75 лет со дня рождения Натальи Семеновны Посельской, основателя, первого директора колледжа, педагога, заслуженного работника России и Республики Саха-Якутия, кандидата педагогических наук, лауреата премии «Душа танца» российского журнала «Балет». Об этом мы поговорим сегодня. В нашей студии директор Якутской балетной школы, заслуженная артистка республики Дария Дмитриева. Дария Ивановна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, все-таки событие значимое. Какие в связи с этим событием запланированы мероприятия у нас? У нас в колледже год посвящен юбилею Натальи Семеновны. Наталья Семеновна родилась 12 апреля. Когда ей было 15 лет, Юрий Гагарин полетел в космос. И она этому очень рада была и гордилась тем, что она именно в ее день рождения, первый человек полетел в космос. В первую очередь это возложение цветов к мемориальной доске, к дому, где она проживала. А потом в 9:30 утра в музее «Россия. Моя история» открылась выставка, посвященная жизни и деятельности, творчеству Натальи Семеновны. Выставка простоит, будет работать месяц. Так что жителей города Якутска, гостей приглашаем посетить эту интересную выставку, в которой Наталья Семеновна раскрыта как разноплановая, разносторонняя личность, как балерина, как мать, как педагог, руководитель, ученый. Давайте поговорим еще о Наталье Семеновне. Расскажите, пожалуйста, о чем она мечтала? О многом. Она не только мечтала, она планировала, действовала, была очень энергичной, целеустремленной, смелой, отважной женщиной. И она мечтала о том, что наши дети будут побеждать в российских международных конкурсах. Она мечтала поставить якутский национальный детский балет. Она мечтала, чтобы наши учащиеся красиво танцевали на сценах России и мира. И для того, чтобы эти мечты воплотились, она уже многое начала делать и работала над этим. Например, в хореографические училища принимают с 5 класса, а для Якутии с холодом, с географическими, климатическими условиями это особенно. А так, конечно, и во всем мире, в России сейчас уже считается, что в 5 класс это поздно. Поэтому она тогда еще открыла экспериментальные классы и программу создала экспериментальную. По ней начали готовить детей младших школьников. И вот результат ее труда, то, что детишек мы начали готовить с младших классов, с маленького возраста, с младшего возраста, они сейчас, вот получается, достигают результатов, побеждают на конкурсах, становятся лауреатами, золотые медали завоевывают. Конечно, это заслуга Натальи Семеновны. Театр. Она мечтала создать детский театр, и эта мечта в этом году осуществится. Мы этому очень рады, потому что благодаря региональному центру выявления и поддержки одаренных детей, созданного нашим главой Асеном Сергеевичем Николаевым, этот проект осуществится, и наш концертный зал, который в колледже, он будет оборудован полностью как театр. И это будет учебный театр, детский театр, где будут показаны наши спектакли, спектакли нашей балетной школы, концертные программы, но и, конечно же, других организаций. Чтобы дети на сцене, дети в зрительном зале. Это мечта и Натальи Семеновны, и всех нас. Очень здорово, что эта мечта осуществилась, и в этом году уже, скажем так, встала на уверенные рельсы. Да, и еще вот самое главное, это спектакль. Да, о спектакле я хотел вас спросить. Расскажите, пожалуйста, о премьере первого национального детского балета «Сказочная долина». Это мечта долгих лет, мечта Натальи Семеновны. Музыка. Красивую музыку написал Кирилл Герасимов. Очень красивая музыка. Это большое полотно, 2 акта.
Либретто на основе по мотивам якутской народной сказки «Учугай-Уджуянь» и по пьесе сказки Ивана Гоголева «Кындыл» «Каталыктар кырдаллара». Красивая сказка. Постановку осуществила балетмейстер Екатерина Тайшина, наша выпускница, заслуженная артистка Российской Федерации, сейчас балетмейстер театра оперы и балета, руководитель балетной труппы. Будет играть оркестр филармонии, дирижировать Наталья Базалева, художник Сарглана Иванова. Это проект Государственного театра оперы и балета имени Сорона Маллана. Это Государственной филармонии имени Галины Кривошапко и нашей школы. И постановка стала возможна благодаря целевому фонду будущих поколений. Еще до пандемии был объявлен конкурс проектов, где мы приняли участие, и наша постановка этого балета выиграла грант. Вот скажите, может быть, кто-то из наших телезрителей, посмотрев интервью, решит отдать своего ребенка в балет. Что нужно, чтобы стать артистом балета, ну, кроме желания? Какие еще, может быть, обязательно должны присутствовать навыки или умения? Это самое главное — здоровье. К сожалению, мы видим, что здоровых детей сейчас все меньше. Балет — это так же, как и профессиональный спорт, это большие нагрузки, поэтому ребенок должен быть здоров. Дальше это пропорции, соотношение веса, роста, пропорции, как ребенок, телосложение, можно так сказать, да? Потом это физические и профессиональные данные. Ребенок должен быть гибким, шпагаты, суставы должны двигаться, ну, пластичным, координированным, с большим прыжком, большой взъем стопы, это подъем называется, да? Потом координация обязательная, потому что без координации бывает, ну, на шпагаты все садятся, мостики все делают, а шагает с одной руки, с одной ноги. Это, ну, очень сложно потом этому ребенку, ну, выучить танцевальные движения. Слух музыкальный, потом бывает, ну, все есть, но темперамент не подходит, потому что, ну, ребенок не артист по природе. Мама приводит ребенка, а ребенок, ну, он не артист. Спокойный ребеночек, глаза не горят, не желающий, возможно, ну, быть в центре внимания. Ну, бывают такие разные дети же. Вот, и поэтому очень много требований, чтобы поступить в наше балетное училище хореографические. Но, тем не менее, если все условия соблюдены, и глаза горят, и суставы, как вы показали, жутко гнутся, расскажите, пожалуйста, как выглядит обычный рядовой учебный день будущего артиста балета? У нас интегрированная программа, поэтому они учатся, как все школьники, все предметы. Также они сдают в 9 классе ОГЭ, они учатся все предметы, никаких поблажек. Также все ВПР сдают. Вот сегодня, кстати, по русскому языку сдавали, математики. Вот. И кроме этого балетные дисциплины. Все балетные дисциплины. Классический танец — это основа, гимнастика, ритмика, народно-сценический танец, актерское мастерство, грим, народно-сценический танец. Много дисциплин с утра до вечера. Это учебный процесс, интегрированный, школьный и специальный, и еще репетиции и выступления в спектаклях. У нас практикоориентированное обучение, поэтому дети, ну, с радостью репетируют наши спектакли, колледжные, концертные программы, участвуют в спектаклях театра, оперы и балета. И поэтому вот с детства они работают, учатся и работают, но занимаются любимым делом, поэтому это не в тягость. Ну, конечно, мы контролируем, чтобы ребенок не устал, чтобы не было перегрузок. Вот так вот выглядит день. Классическая музыка с утра, замечательно, да, с утра занимаются подтянутые осанки, концертмейстер, живой звук, концертмейстер играет, они делают движения, все должно быть эстетично, красиво и с внутренним наполнением. После 9 класса они становятся студентами, и там действительно уже ориентировка идет на такие общепрофессиональные дисциплины. Это история хореографического искусства, история изобразительного искусства, история театра, такие дисциплины. Сейчас с введением нового ФГОС у нас
Раньше выпускали мы артистов балета, а сейчас выпускаем артист балета преподаватель. Поэтому появились предметы из педагогики, психологии, методики преподавания. Поэтому там уже не как в школе 10-11 классы. 3 курса, и выпускаем мы артистов балета преподавателей. Ну вот об этом я и хотел как раз задать вам следующий вопрос. Человек выпустился, и куда он идет на работу? Кем, как правило, работают выпускники? Ну, конечно, хореографические училища, балетные школы, они готовят артистов балета. Это мы готовим артистов балета. Наши выпускники очень востребованы, мы этому рады, они конкурентоспособны, работают в театре оперы и балета. Сейчас балетная труппа нашего театра полностью 100% состоит из наших учеников, выпускников. Работает также в Национальном театре танца имени Кыл-Ола, в театрах России и в некоторых странах мира. Ну, давайте вернемся к началу разговора о мечтах Натальи Семеновны. В том числе, чтобы выпускники, наши артисты балета выступали на лучших площадках России и мира. Какие перспективы у якутского балета, на ваш взгляд, существуют на сегодняшний день? Ну, планы есть, конечно. Планы у нас большие. Мы хотим непрерывное образование, начальное звено, колледж, вуз. У нас сетевое взаимодействие буквально с детскими садами, с учебными заведениями, с организациями. Развиваем международную деятельность. У нас обучаются стажеры из Японии. Будем развивать международную деятельность, будем стараться, чтобы наши дети еще лучше танцевали, и чтобы балет процветал, балетное искусство в Якутии было очень на высоком уровне, танцевали красиво. Ну, я больше чем уверен, что все задуманное у вас обязательно получится. Дарья Ивановна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». И сегодня в гостях у нас была директор Якутской балетной школы, заслуженная артистка республики Дарья Дмитриева. Берегите себя, обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и как можно чаще дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.